Бик яхшы монда җыелдык. Бүген безнең икенче ифтар. Монда штабта икенче ифтар. Менә бүген безнең бар шундый оешма яшьләр якшәмбесе. Менә без аны күчердек инде бу көнгә. И бүген без җыябыз студентларны, кем институтларда укый шундый яшьләр инде. Именно безгә бик шатбыз, что күпсе ураза тоталар, бик күп студентлар арасында намаз укый. Без аңар бик куанабыз. Менә бүген без хәзрәтне чакырдык. И бүген оештыручы безнең Алсу, менә бер сүз әйтегез, тогда Алсу. Муслар, ассаляму алейкум. Всем спасибо, что вы пришли на этот ифтар. Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши дуа, ваш намаз. Стойте на этом пути уверенно и не сворачивайтесь с него. Предоставим слово нашему гостю, хазряту Рамилю Раисовичу, имаму Люберецкой мечети, потому что у него есть что для нас сегодня рассказать. У нас будет лекция на тему важности духовного просвещения для молодежи. Начнем мы с того, что с такого рассказа. В 2011, наверное, году или 2012 году в городе Жуковском, что в ближайшем Подмосковье, проходил областной такой сабантуй. Ну и меня тоже позвали. Сабантуй там проходил в городском парке культуры и отдыха. Парк там красивый, хороший, в сосновом бору таком. И сцена, основное место, где был праздник, где выступали выступающие, артисты, там всякие певцы, музыканты. Сцена была внутри такого оврага. И вот там на сцену пригласили всяких высокопоставленных лиц города Жуковского. И вот одна женщина, представитель администрации города Жуковского, вышла, взяла микрофон и стала рассказывать. Вот, говорит, к нам обратилась местная татарская культурная автономия с просьбой разрешить провести сабантуй. Половина, значит, администрации за, половина против. Те, кто за, говорят, это же татары, мы с ними рядом живем, кто-то замужем за татарином, кто-то женат на татарке, там, у кого-то сосед татарин, ну и так далее, и тому подобное. Татары хорошие люди. Такой аргумент они привели. А те, кто против, стали говорить такие слова. Татары это же мусульмане, а мусульмане это террористы, экстремисты, боевики, неизвестно, что они там задумали. Может, они под видом сабантуя там начнут что-нибудь, какие-нибудь бесчестия творить. Ну и, в общем, долго этот вопрос не мог решиться, и решили поступить так. Пошли они в детскую комнату милиции города Жуковского, чтобы узнать, сколько стоит на учете в детской комнате милиции молодежи татарской национальности. Город Жуковский, примерно 150 тысяч населения. Ну, по статистике, каждый 10-й татарин, да? То есть 15 тысяч. Значит, из этих 15 тысяч 7,5 мужского пола. Из этих 7,5 тысяч примерно 2-3 тысячи это вот те самые подростки там, от 12 до 18 лет. Те, которые могут войти вот в эту группу риска. То есть те, которые могут состоять на учете в детской комнате милиции. Как вы думаете, сколько там зарегистрировано на учете в детской комнате милиции татар из числа молодежи? Ни одного. Правильно, ни одного. Ни одного татарина не было зарегистрировано. Как так? И вот, говорит, мы сразу поняли, что татары это люди с высокой культурой. Люди те, которые воспитывают своих детей, дают им какое-то воспитание, дают им какую-то культуру, образование. Не потому, что мы такие хитрые там, да? А именно потому, что в наших семьях принято это вот все это поддерживать. Но не обольщайтесь этим рассказом. Не обольщайтесь этим рассказом. Теперь вторая часть рассказа. Значит, вот эта культура, которую мы сейчас имеем с вами, это осколки той культуры, которая была у нас раньше. Вот смотрите, сейчас как вот в фильме «Терминатор», помните, там, да, следи за рукой. Вот это наш уровень, на котором мы сейчас находимся. Это уровень наших отцов, матерей.
Они были выше нас, они лучше нас, честнее нас, порядочнее нас. Вот это уровень нашей деды и бабушки. Не еще лучше нас. Это прадеды. Многие из числа бабушек и дедушек, и прабабушек, там, прадедушек читали намаз, читали Коран, умели читать. Кто-то в хадж ходил. Пост не пропускали. Это прапрадеды еще выше в плане вот своей религиозности, в плане своей культуры. Теперь начнем движение назад. Вот это прапрадеды, прадеды, деды, отцы, мы. Где наши дети будут, как вы считаете? Выше или ниже? Ниже. То есть вот тут будут дети, а внуков может быть и не быть. Вот сейчас, альхамдулилля, слава Аллаху, принят закон об этой вот, о запрете ЛГБТ пропаганды. Потому что если было бы не принято, то внуков могло бы и не быть. Вот представьте себе, приходит ваш сын в вашу семью и говорит: папа, я вот хочу пол сменить, он в той-то клинике на 30% дешевле. Или там придет с другом своим, скажет: вот я его люблю. Это ужас. Так вот, чтобы этого не было, там, да, нужно знать, что тот высокий уровень культуры, который был у наших и отцов, дедов, прадедов, это уровень, который целиком и полностью обеспечивало выполнение законов ислама. Сейчас же у нас от ислама только тюбетейка на голове, имя и фамилия. Это у 90% тех, которые считают себя татарами. Так сказать, в плане употребления алкоголя некоторые татары фору дадут еще другим. Я говорю это в кавычках. То есть не с лучшей стороны начали себя показывать наши вот татары, а должно быть совсем наоборот. Если еще вот вспомнить, например, такой факт, что в 1913-14 году количество наименований литературы, изданной на татарском языке, было равно количеству литературы на всех других языках народов, проживавших на территории России. Представьте себе. Я не говорю о тиражах, что были большие тиражи. Да, что какие-то книги были изданы там тиражом 100, там, 200, 500 экземпляров. Но все, что выходило на других языках, было тут же переведено на татарский язык. И татары того времени это дело читали, альхамдулилля. Сейчас, к сожалению, вместо Корана у нас вот такая штука там, да? А тут и WhatsApp, и TikTok, и YouTube, и т.д. и т.п. Вот, теперь о том, что будет, если мы не будем придерживаться тех законов, которые дал нам Всевышний через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Будет упадок. Будет упадок. Вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в течение 23 лет порциями получал от Аллаха через архангела Джабраила вот эту книгу. Это Коран. Что такое Коран? Коран — это инструкция для жизни. Тут все описано. Что есть можно, что есть нельзя, на ком жениться можно, на ком нельзя, за кого замуж можно, за кого замуж нельзя, как деньги в долг давать, как деньги в долг брать и так далее и тому подобное. Даже как плод в утробе матери здесь развивается. Здесь все написано. А мы, к сожалению, эту книгу читаем тогда, когда у нас кто-то умер, надо позвать муллу, дать ему немножко акча. Мулла читает, потом нужно дождаться, когда мулла, значит, закончит, чтобы вот так вот не упустить тот момент, когда вот так вот по лицу провести ладошками. Все. Весь ислам. Еще вопрос такой. Вот приходят ко мне люди, так сказать, на никях всех национальностей. И узбеки, и таджики, там, и татары, и киргизы, и все. Вот. И хорошо, если умеют сказать шахаду, альхамдулилля. Отлично, если намаз читают. И вот я им задаю вопрос. Я говорю: намаз читаешь? Нет, намаз не читаю. Пост держишь? Нет. У девушки спрашиваю: намаз читаешь? Пост держишь? Нет. Спрашиваю: скажи, пожалуйста, если ты вот
ну, будешь иметь от нее детей, там, она тебе нарожает 2, 3, там, 5, сколько Бог даст. Да? Скажи, пожалуйста, глядя на тебя, не читающего намаз, не держащего пост, твои дети будут читать намаз? Он опускает голову, говорит, скорее всего, нет. Если он намаз читать не будет, если ты намаз читать не будешь, если он намаз читать не будет, то когда ты умрешь, кто за тебя будет читать дуа? Ответ такой жесткий и горький. Никто. Вот сейчас мы еще вот на тех осколках, которые у нас есть, мы сейчас еще читаем дуа по своим отцам, матерям, бабушкам, дедушкам, да? Если следующее поколение будет слабее, то кто будет читать? Никто. Кто их этому научит? Никто. Они могут прийти там и сказать: папа, вот смотри, какую татуху классную себе вот сделал, там, да? Или там пирсинг, там, или еще что-нибудь. Вот этим они смогут похвастаться. А вот то, что вы их не научили этому, не научили читать намаз, не научили их исламу, не рассказали им, кто такой Бог, куда мы попадем потом, в этом вины ничьей, кроме вашей, не будет. Поэтому, значит, смотрите, вот снова вот это вот движение. Вот наши прадеды, там, деды, отцы, мы. Вот чтобы движение не пошло вниз, а пошло вверх, с кого нужно начать, чтобы вот это движение пошло вверх? Ответ такой: с себя. Берем эту книгу там, да, на русском языке, на французском, на японском, на том, на каком мы думаем, какой нам легче. Берем и читаем. Читаем, и когда вы прочитаете, я вам расскажу, что было тогда, когда я первый раз прочитал Коран от начала до конца. Первый раз я фрагмент Корана прочитал, когда сидел на гауптвахте, в армии служил. Вот. И, так сказать, делать там было нечего. Пошел в библиотеку, взял 2 годовые подшивки журнала «Наука и религия». И там были фрагменты переводов вот этой женщины, вот, Валерии Михайловны Пороховой. И вот эти части Корана я прочитал. А полностью, от начала до конца, первый раз я прочитал Коран на русском языке в 90-м году. Мне было тогда 23 года. Я тогда работал директором Дома культуры, была зарплата у меня 92 рубля в месяц. Вот. И один мой знакомый пришел ко мне домой и говорит: ты, говорит, татарин? Я говорю: да. Ты же мусульманин? Я говорю: да. Ну как мусульманин? Такой мусульманин, номинально мусульманин. А об исламе не знал ничего, кроме того, что нельзя пить водку там и есть свинину. Вот такой мусульманин был. И большинство таких, сейчас большинство таких. Я говорю: да, хочу я Коран. Он говорит: я, говорит, тебе привезу Коран. Привез он мне Коран в переводе Крачковского, заплатил я за него 50 рублей, зарплата 92, а тут 50 рублей за книгу там, да. По первому образованию я учитель русского языка и литературы, и думаю, ну что я тут всего-то там 300-400 страниц, я ее сейчас прочитаю за пару часов. А я ее читал несколько месяцев. Эта книга такая, что буквально там на 2-й, на 3-й странице я отчетливо понимаю, что эту книгу человек написать не может. Какого бы он высокого IQ не был бы, так человек написать не может. И читаешь там чуть-чуть, 2, 3, 4 строчки там читаешь, и все, она тебя дальше не пускает. Ты должен осмыслить все, и все свое сознание, весь свой опыт протрясти сквозь эти аяты, как сквозь сито. Прочитал, понял, дальше пошел. И вот так несколько месяцев прочитал я эту книгу. А потом, когда прочитал, было такое ощущение, что я вот такая акула большая, а рядом со мной вот такие маленькие рыбки. Потому что читал я эту книжку вдумчиво, пытаясь понять, что там написано. Ну и, как мне кажется, какую-то часть этой мудрости и назидания, которые Всевышний дал нам, я понял. И вот когда общался потом с людьми, видишь, тут у человека ошибку делает, тут. В общем, КПД ваше вырастет сразу,
на много-много процентов. Это как будто вот с трехколесного ржавого велосипедика, у каждого ведь в детстве такой был велосипедик. Вот как будто с такого велосипедика сразу на Мерседес 600 пересел. Это вот после того, как почитаешь этот Коран. Это такой апгрейд мозгов происходит. Поэтому я всем настоятельно рекомендую прочитать эту книгу. И лучшего руководства для жизни вы никогда не найдете для себя. То, что это руководство, тут прям так и написано. Вот 2 сура, 2-3 аят. Залика аль-китабу ля райба фихи. Эта книга, нет сомнения в том. Худан лиль муттакин. Руководство для богобоязненных. Алладина ю'минуна биль гайби. То есть те, которые веруют в скрытое, в тайное, в невидимое. Ва юкимуна салата. И выстаивают свои молитвы, выстаивают свои намазы. Ва минна разакнахум юнфикун. И из того, чем мы наделили, чем Аллах наделил людей, люди расходуют. А наделил Он нас всем. Вот все, что у вас есть, это Его. Вот все, что здесь на столе стоит, это Его. Воздух, который мы дышим, это тоже Его. Мы творение, мы создание, а Создатель Он. Вот мы какое-то время поживем здесь, на этой земле, и уйдем. Туда, куда ушли наши отцы, матери, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. И там нас будет спрошено, как ты себя вел на этой земле, читал ли ты намаз, выполнял ли ты законы Бога, как ты расходовал то имущество, которое было дано тебе, как относился к людям, не обманывал ли, не клеветал ли там на людей, не обижал ли там жену свою, семью свою. И так далее, и тому подобное. У каждого из нас, вот по нашей религии, вы все это знаете, альхамдулилля, напомню вам, у каждого из нас есть 2 ангела, справа и слева. Тот, который справа, записывает наши добрые дела, тот, который слева, записывает наши злые дела. И вот это все будет там взвешено, потому что там, туда, куда мы попадем, мы не сможем с собой взять ничего. Ни дом, ни квартиру, ни машину, ни жену, ни золото, ни серебро, ничего. Возьмем с собой лишь только вот с собой добрые дела и злые дела. Вот добрые дела наши молитвы, наши посты в месяц Рамадан, наши садака, которые мы даем, наши милостыни. Это там будет как валюта. А злые дела наши, они будут как долги, как кредиты, которые нужно будет оплатить. Вот добрые дела и злые дела, они разные. Добрые дела есть тоже разные. Есть дело такое, одно дело рыбок ты покормил в аквариуме, там, или кошку покормил в подъезде. Другое дело мечеть построил, или колодец выкопал, там, да? Или в хадж сходил. Точно так же и злые дела тоже есть. По-разному оцениваться будут Богом. Одно дело ты там 2 потер в дневнике, чтобы папа тебя не ругал. Другое дело аборт сделал. Или наклеветал на кого-то, или денег у кого-то взял с целью не отдать, кинуть просто. Вот там все это будет взвешено. Поэтому, уважаемые мусульмане, целью моей, так сказать, импровизации является попытаться убедить вас в том, что вот эту книгу нужно читать не покойникам, а живым. Потому что если вы прочитаете эту книгу от начала до конца, 1 раза вам точно не хватит. Вот. Если вы прочитаете эту книгу от начала до конца, то будет большая польза и вам, и вашей семье, и тем, кто у вас умерли уже. Потому что после прочтения этой книги вы будете читать дуа и за тех, кто умер, и за тех, кто еще не родился даже. Вы будете просить бараката, как мы сейчас. После того, как все сделаем, иншаллах, тоже вот это дуа прочитаем. К Аллаху можно обращаться с дуа на любом языке. Самое главное условие здесь это не язык, потому что некоторые говорят, вот он,
татарша бельми там, или арабша бельми. Аллах Та'аля создал все, всю Вселенную, все вот эти галактики, там, планеты и так далее и тому подобное. Соответственно, и население, которое на этих планетах живет. Вот тут, кстати, о том, что миров много, тоже про это написано. Прямо в самой первой суре, в Фатихе, там написано «Альхамдулиллахи рамбил алямин», хвала Аллаху, Господу миров, миров много. Мы живем всего лишь в одном из них. Так вот, к Аллаху можно обращаться на любом языке, потому что Он знает все, и все языки в том числе. Самое главное условие здесь, это не язык, а искренность. Когда обращаетесь к Аллаху, нужно обращаться искренне, то есть из самого своего корня. Нельзя, обращаясь к Аллаху, думать, вот там вот обои отклеились там. Или вот нужно колеса у машины подкачать. Или ипотеку скоро платить там, или еще что-нибудь. Такое дуа будет очень слабое. К Аллаху нужно обращаться много и часто. Всевышний любит, когда люди, творение Его, да? Когда люди, творение Его, обращаются к Нему, к Творцу. Всевышний знает, что если человек обращается к Нему, к Творцу, значит это творение, это создание верит в Творца своего. И Творец, зная, что творение к Нему обращается, стыдится не положить ничего в руки просящего. Иногда кажется, вот я вот прошу, а он не дает ничего. Всевышний знает, что давать, а что не давать. Это подобно тому, как вот у нас есть, если маленькие дети, у кого-то там, да, приходит там ребенок и спрашивает у тебя там шоколадку, ну даешь ему одну, он вторую просит, там, конфету, там, третью, четвертую, много уже, хватит. Вот и не даем. Но точно так же и Всевышний дает то, что нужно, то, что необходимо для развития. А человек иной раз просит там Мерседес, а Аллах не дает ему. Почему не дает? Да потому что он знает, да потому что этот человек балбес еще, по сути своей. Дай ему Мерседес, он начнет куражиться, сядет в эту машину в пьяном виде. Себя разобьет, пассажиров своих разобьет, и еще семью разобьет, которая на остановке стоит, которую он случайно живет. Поэтому он не Мерседес ему дает, а дает что-то другое, более нужное и более правильное в этой ситуации, в которой он сейчас живет. Дает ему жену хорошую, праведную, честную, добрую, послушную, верующую. Детей ему дает хороших, внуков дает, дом дает. Выздоровление от болезни дает. Поэтому вот за вот этими вещами, после того, как вы прочитаете Коран, вы начнете следить совершенно по-другому. Глаза откроются, и, так сказать, еще один момент такой, да. Вот у меня есть медресе. Находимся мы в Люберецком районе, в Малаховке. Вот. У меня своя собственная методика, я обучаю читать Коран быстро, 5-6 занятий, и вы читаете Коран с нуля, если до этого вообще никогда не читали. Вот своим ученикам я объясняю, обучаю читать Коран быстро. И, среди прочего, рассказываю такую вещь, там, да, вот, мало считать себя мусульманином. Нужно уметь читать Коран. Вот тот, кто читает Коран, он уже выше того, кто не читает. Но читать Коран на арабском языке без понимания это мало. Да, конечно, в этом есть польза. Но гораздо будет пользы больше, если будем читать Коран с пониманием. Тот, кто читает Коран и понимает его, он выше того, кто просто умеет читать Коран на арабском языке. Почему я это говорю? Вот тоже один случай такой был. Когда я учился на 2-м курсе Московского высшего исламского духовного колледжа, сейчас это называется Московский исламский институт, нас в месяц Рамадан отправили, кого куда? Меня отправили в Тверь. Тогда была зима, это было 2000 год. Месяц Рамадан тогда был зимой. Вот, и я поступил в распоряжение имама.
Я слушался его, делал, что он мне говорит. И вот однажды имам приходит и говорит: давай, говорит, я, говорит, на все меджлисы не могу ездить, Тверь большой город, татар и мусульман там живет много, давай, говорит, тоже, говорит, езди на меджлис. Вон, говорит, машина стоит, езжай и приведи меджлис. Ну хорошо, говорю. Сажают в машину, везут меня в пригород Твери. И вот так же стол стоит, длинный стол стоит. Тут я сижу, там бабай сидит, старейшина. И этот бабай мне задает вопрос. Ну, я прочитал фатиху, значит, сделали дуа. Вот этот бабай мне задает вопрос. Вот ты сейчас, сынок, прочитал фатиху? Я говорю, да. А ты перевод знаешь? Я говорю, знаю. Каждое слово знаешь? Я говорю, знаю. Он говорит мне, говорит, а нам рассказать можешь? Я говорю, могу, а сам про себя думаю. Я говорю, почему он спрашивает у меня? И вслух ему задаю вопрос. Скажите, говорю, а вы разве сами не знаете перевод? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, как так не знаете? А вот так, говорит, не знаю. Говорит, выучил фатиху, когда маленький был, лет 5-6 было мне. Вот, и все. То есть как стихотворение, как песенку, как заклинание. Выучил и все. И вот я эту фатиху толковал 2 часа, пока весь этот мезлис шел, значит, и потом этот бабай встал и говорит, ну, рахмат синаулам, аннатым. Спасибо тебе, сынок. Разъяснил, да. Объяснил. И вот обратно я еду, и потом долго-долго думал, а ведь он у них считается старейшин, он знающий там, да? А остальные вообще не алё. От мусульманцев только, говорю, имя и фамилия. И таких у нас 90%. А представьте себе, что будет с нашей нацией, да, если мы будем уметь читать Коран, будем понимать Коран, и будем не только понимать. Понимать это одно. Вот снова давайте. Читать, понимать. Тот, кто понимает, это выше, чем тот, кто умеет читать. Если ты понимаешь, ты сразу получаешь пищу для размышления. Ты начинаешь размышлять над Кораном. Если ты размышляешь над Кораном, тогда ты получаешь стимул такой. Из души твоей происходящий этот стимул. А стану-ка я жить по этой книге. Не просто читать там, да, не просто 2 раза в год сходить там на Ураза Байрам и на Курбан Байрам, в лучшем случае. Некоторые и даже на эти праздники не ходят. Так вот, после того, как человек поразмышляет над тем, что написано Творцом для творений, после этого человек начинает принимать решение, а стану-ка я жить, то есть начнет применять то, что в этой книге написано. И после того, как он это решение принимает, он начинает жить по исламу, и тут же начинает получать результаты. Результаты всегда хорошие. Потому что не получается так, что ты живешь по правилам, а результаты у тебя плохие. Вот этот торт. Разве можно было бы его сделать, не зная, как сделать этот торт? Нет. Вот этот стол. Разве можно его сделать без соответствующих знаний? Нет. Вот этот дом, в котором мы находимся. Можно ли его построить без соответствующего образования, без соответствующих навыков? Нет. А вот жить человек берется так, как ему телевизор скажет. Берите кредиты, отдыхайте там, покупайте кроссовки, вот стиральный порошок, вот это. И человек живет, и в конце концов приходит, так сказать, к итогу своей жизни, а что я сделал-то хорошего? А ничего. Так вот, если вы сейчас вот в этом молодом активном возрасте вот эту книжку возьмете себе в качестве руководства, в качестве настольной книги, и не вот там прочитали, как тот бабай фатиху выучили там наизусть, или как вот сейчас модно в медресе в наших там, во многих мечетях, 3-4 коротких суры выучат там, да, вот, и все. А значение этих сур никто не знает. Сколько таких случаев было, там обучает какой-нибудь мальчика там, и девочку-то. Вот этот мальчик или девочка встает и говорит: «Кульху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юлят, валям якуллаху куфуан ахад». Молодец, на тебе 100 рублей. И он такой довольный уходит. А что это означает, он не знает. А в этих словах значение. А для чего оно значит? Чтобы мы знали, какой он Аллах.
Коран, еще раз говорю, не для покойников, а для нас, для живых. Представьте себе, что вот у вас был родственник такой хороший, очень хотел велосипед иметь, но не было у него такой возможности. И вы ему на могилу приносите велосипед, на, катайся. Ему это нужно было тогда, когда он был живой. Так и здесь, вот эта книга для живых. Да, для покойников, если мы читаем, да, вне всякого сомнения, доходит дуа до них и смывают какие-то грехи нашим умершим родственникам. И чем больше мы читаем, тем больше мы смываем им их грехов. Но гораздо было бы лучше, если бы они бы, пока были бы живые, читали бы Коран и жили бы по нему.